Москве открылась декоративно-прикладная выставка, в рамках которой проходит презентация основных сегментов развития республики. Все это подготовлено Министерством культуры Ингушетии и Республиканским государственным музеем изобразительных искусств. Выставка включает в себя такие стенды, как воинская слава, культура, производство, туризм, спорт, семья единая и многое другое. Юнусбек Евкуров и Валентина Матвиенко вместе посмотрели экспозицию. Председатель Совета Федерации высоко оценила талант ингушских мастеров, отметив, что нужно продолжать и поддерживать старые традиции и ремесла. На выставке представлены элементы ингушского женского национального костюма, различные фигуры и композиции из цветного стекла и горного хрусталя. Художественная ковка металла, композиции из дерева, куклы в национальных костюмах и многое-многое другое. Здесь же и достижения туристической отрасли и известные курорты республики. Ну и, конечно, сенаторы и руководство аппарата Совета Федерации с удовольствием ознакомились с национальной кухней Ингушетии. А позже состоялась дегустация традиционных блюд ингушей. Я абсолютно уверен в том, что это искреннее чувство моих коллег, которые высказывают, что очень красивая, очень интересная выставка и очень значимая. И значима она в том плане, что благодаря вот этой вот выставке многие наши коллеги, у них есть возможность узнать историю нашего народа, историю нашей республики. Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава республики Юнусбек Евкуров провели рабочую встречу, на которой обсудили в частности вопросы социально-экономического развития Ингушетии. Валентина Матвиенко отметила, что в последнее время Республика Ингушетия поступательно и динамично развивается. По итогам мы принимаем постановление Совета Федерации, касающееся поддержки социально-экономического развития региона. И потом четко отслеживаем, это будет задача сенатора, всех нас отслеживаем за его реализацией. Поэтому я бы просила по итогам обсуждения экономического и социального развития в комитетах внимательно еще посмотреть, поработать, доработать постановление с тем, чтобы мы потом вместе могли его реализовать и оказать возможное содействие республике в тех усилиях, которые вы предпринимаете. Но в целом я внимательно познакомилась с тем, что уже сделано за последние годы. Хочу сказать, что вы молодцы. Республика так поступательно, динамично развивается. И ценность таких презентаций региона еще и в том, что опыт, который есть в том или ином субъекте федерации, становится достоянием палаты, а палата представляет все субъекты, все регионы. И мы потом активно распространяем положительный опыт в другие субъекты, обмениваемся таким опытом, чтобы можно было полезно использовать и другим регионам в своей работе. Так что я вас благодарю за очень содержательную подготовку презентации, представления региона и надеюсь, что обсуждение у нас пройдет тоже конструктивно. Голос Совета Федерации, тем более ваше личное участие, это сильно мотивирует в том числе федеральных министров по ускорению решения тех или иных проблем, которые сегодня стоят перед Ингушетией. Это было бы странно, если в Ингушетии не было проблем. Вся команда работает с учетом и ошибок, бесспорно они есть, но мы работаем всегда, как я говорю, 24 часа плюс ночь. Глава Ингушетии выступил на пленарном заседании Совета Федерации с докладом «Человеческий капитал как ключевой фактор социально-экономического роста» в рамках проведения часа субъекта Российской Федерации. Юнусбек Евкуров рассказал о достижениях республики в социально-экономическом развитии и сделал краткий экскурс в историческое прошлое ингушского народа с момента, когда его старейшинами было принято решение о единении с Россией. По словам главы Ингушетии, в настоящее время республика решает стратегические задачи своего экономического и социального развития, принимая меры для повышения производительности, стимулирования инноваций, наращивания человеческого и материального капитала. Было отмечено, что в республике сохраняется положительная демографическая ситуация и высокая продолжительность жизни. Много внимания уделяется в республике развитию туризма, спорта и физической культуры.